Расскажите, пожалуйста, о себе, о своих родственниках. Где живут, чем занимаются? Вот у Максима Кировича было 3 дочери, Аэлита, Яна и Лена. Все 3 кандидаты наук, очень умные, все 3 красавицы. Но вот Аэлита умерла без детей. У Яны Максимовны была 1 дочка, зовут ее Алена, по паспорту Елена Юрьевна. Она сейчас живет во Франции, в городе Брест, замужем за очень умным ученым Андреем Назаровым. И они там вдвоем работают в Бресте, в институте научном. У них есть общий ребенок Дашенька. Даша живет в Лондоне, недавно вышел замуж, детей пока нет. И ребенок от первого брака Елены Юрьевны, Юрий Алексеевич, он живет в Швейцарии, у него уже 2 детей. Вот. Это родня Яны Максимовны. Лена Максимовна вышла замуж за Владимира Михайловича Гольдберга. Вот, она умерла 5 лет назад, а Владимир Михайлович еще жив и более-менее здоров. Работает до сих пор в Академии наук, он доктор химических наук, у него огромное количество научных работ, и он до сих пор их, вот недавно еще одну написал, вот, совсем недавно тоже вышла книжка у него, так что он большая умница, мой папа. У Лены Максимовны 2 сыновей, я старший и мой младший Михаил. Вот. Его супруга, моего брата Михаила, Мария Алексеевна, приехала сюда и привезла младшую дочь. Она вот только вышла замуж, детей пока нет. Младшую дочь зовут Людмила. Еще есть старшая дочь моего брата Светлана. Она замужем. И вот недавно родила Илюшу. И ему сохранили фамилию Амосов. Так что у нас теперь есть Илья Григорьевич Амосов в роду. Вот. Что касается меня, то я женат. У меня 2 дочки. Старшая Катюша, она учительница английского и французского, работала в школе. Вот сейчас перешла работать в ту же организацию, где я работаю. Это просветительская организация, называется «Общество евреев за Иисуса». Вот, мы распространяем знания о Боге среди евреев и среди всех желающих. Вот она тоже теперь со мной работает. Живет она в Барнауле, замужем, у нее 2 детей. Старший Лев, он со мной, мой внук, он здесь со мной, Лев, ему 13 лет. Еще есть его младшая сестра Валерия, Лерочка. Вот вся наша родня. Как встретила вас родина вашего дедушки Якутии? Какие впечатления у вас? Впечатления самые замечательные. Во-первых, Господь нас благословил погодой чудесной. Были прогнозы дожди, а у нас сплошное солнце уже 3 дня. Вот все 3 дня, что мы здесь. Очень красиво. Вот мы первое, что сделали, когда ехали только в Намцы, мы остановились на смотровой площадке. Долина Инцели так прекрасна, такое зрелище потрясающее. Прямо в сердце мне попало. Вчера мы еще ездили на остров, там, где родился Максим Кирович, небольшой остров. Тоже такая красота, такой покой, такой мир. Невозможно не влюбиться. И я впечатлен очень не только красотой, но и гостеприимством. Нас тепло встречают. Вот в Намцах очень тепло встретили. Вчера родственники собрались, больше 100 человек, тоже очень тепло встретили. Сегодня нас тоже с теплотой принимали. И мы очень благодарны всем якутянам, Хатыреке, руководству Якутии, руководству Намцев, ХТРК, за то, что помнят Максима Кировича, за то, что очень его любят. И, конечно, это не может нас касаться, не может нас не трогать. Спасибо вам большое, земляки. Какие факты из жизни вашего дедушки Максима Амосова больше всего интересны вам? Мне кажется, одна из его самых замечательных черт – то, что он хотел служить людям, хотел помогать их, хотел сделать жизнь простых людей лучше.
Я вот сейчас тоже служитель, но я не в политике, а я в религии. Но вот эта перекличка, желание служить простым людям, она для меня близка очень, как черта характера Максима Кировича. Также невозможно не вспомнить, что он был потрясающего ума человек. Он знал очень много языков, более 7. Это трудно себе представить. Он был очень разностороннего ума. Его интересовали самые разные области жизни, и поэтому он сумел развивать всю республику, и промышленность, и образование, и науку, и культуру. И то же самое он сумел сделать и в Казахстане, и в Киргизии, хотя служил там совсем немного. Максим Кирович Амосов был поистине великим человеком с руководящим талантом. Кому-нибудь этот талант передался родственникам? Ну, я не могу сказать, что у нас прям большие руководители в семье, но так или иначе, мама моя была там руководительницей, небольшой она была, Владимир Михайлович тоже, много, они оба занимались общественной работой. Вот эти гены служения людям, они передались нам, да. Не могу сказать, что у нас есть большие начальники. Самый большой начальник у родни нашей, это муж Яны Максимовны, он был, дослужился до проректора Московского физико-технического института. Вот. Ну, Яна Максимовна тоже была замечательный ученый, у нее много учеников, в этом смысле она тоже руководитель. Вот. Я сейчас, например, руковожу небольшим отделением общества евреев за Иисуса в Москве. Но это не сравнить, конечно, с талантом Максима Кировича. Как вы поддерживаете связь с родственниками в Якутии? Ну вот, пожалуй, самое главное, что лично я в этом направлении делаю, это мы приезжаем сюда регулярно, стараемся откликаться на все приглашения. Вот, конечно, мы на связи с Яной Егоровной, просто через WhatsApp. Вот, очень часто приходят якутяне в гости, Владимир Михайлович их принимает, и я тоже приезжаю. Так что да, мы поддерживаем связи. И в заключение ваши пожелания читателям нашей газеты. Хочу пожелать вам благополучия, мира, хорошего развития, чтобы якутяне, как и вся земля якутская, развивались, росли и в духовном плане, и в личностном плане. Ну и, конечно, чтобы был достаток в этой земле, чтобы люди жили хорошо здесь. С праздником вас! Спасибо большое. Спасибо.